По данным международной организации ЮНИСЕФ, у 11% детей в Кыргызстане хотя бы один из родителей находится в трудовой миграции. В данное время по стране запущена специальная программа, согласно которой решено выявить всех детей-мигрантов. Все полученные данные вносятся в единую базу с целью дальнейшего мониторинга за жизнью этих маленьких кыргызстанцев. Миссия провести тщательный учет возложена на специальные штабы, организованные по всей республике. Один из них в Карасуйском районе провел уже 19 рейдов. И, к сожалению, без показательных случаев не обошлось. Дети из двух семей, по заключению соцработников, находились в опасных для них условиях. Дети мигрантов проживают в самых разных условиях. Нашли семью, где ребенок элементарно из-за того, что у него нет куртки, не посещает школу. Есть семьи, где дети плохо питаются, живут в антисанитарных условиях. Или же оставлены с пожилыми дедушками и бабушками, чей возраст не позволяет им как следует ухаживать и следить за детьми. Кроме того, в двух семьях маму уехали в Россию, оставили детей с отцами, которые постоянно выпивают. Мы дозвонились до матерей, объяснили ситуацию, но уже на следующий день они перестали отвечать на звонки. Нам пришлось принимать меры через правоохранительные органы, чтобы гражданина каким-то образом вернуть назад и заставить исполнять родительские обязанности. Во время рейда стало известно, что дети трудовых мигрантов в основном на попечении пожилых дедушек и бабушек. На попечении 63-летней жительницы села Кызылсу Карасуйского района Салимы Атакуловой находятся 5 внуков. Самому младшему, когда родители уехали, было 7 месяцев. С тех пор прошло 8 лет, рассказывает бабушка. Сейчас все дети уже ходят в школу. Одного из них 7-месячного возраста воспитываю сама. Они, конечно, меня любят, но я не могу сказать, что смогла заменить им маму и подарить ту самую материнскую любовь. Как только приезжает их мать, они ни на шаг не отходят от нее. Как мама уедет, опять ко мне. Их родители тоже по ним скучают. Хотели бы жить рядом с детьми и даже пытались несколько раз остаться. От силы 2 месяца выдерживают, и как только деньги заканчиваются, вынуждены ехать обратно. Жалко и детей, и родителей, но что делать, если нет работы? Санабар Мамасадыкова помогает дочери воспитывать 4 детей. Зять 1,5 года назад уехал в Россию на заработки. С тех пор, по словам Санабарапа, так ни разу и не выслал семье денег. Дочь и ее дети живут на пенсию бабушки, а пенсию она получает 2800 сомов. У дочери 4 детей, старший учится в школе, от зятя уже 1,5 года нет вестей. Не звонит, денег не высылает. Этот дом тоже не наш, мы живем здесь на квартире. Часто бывает так, что детей кормить нечем. Пособия на них мы не получаем. Они же не сироты, просто родители уехали в другую страну. Вот и не положено, работы нет. На базар идти торговать тоже нужны средства с чего-то начинать. Я пожилая и больная женщина, живем на мою пенсию. Устав от вечной нужды, как это официально называют, трудной жизненной ситуации, сын и сноха Таджихан Муминовой тоже уехали на заработки в Россию. Пожилые бабушка и дедушка, оба инвалиды 2-й группы. Под их ответственностью остались 4 детей. Самый младший годик, еще в колыбели. Наших пенсий не хватает. Я получаю 3000 сомов. Семья большая, расходы, соответственно, тоже. Продукты, одежда, лекарства и коммунальные услуги. Поэтому снохе и сыну пришлось уехать. Сын не хотел совсем уезжать. Переживал. Ведь мы с мужем пожилые, заботиться о детях и содержать дом нам трудно. Обещал весной вернуться, а сноха, возможно, задержится. Еще немного поработает. Не знаем, сколько протянем, пока держимся. 2 дня назад из города Ош пришло тревожное сообщение. Женщина оставила в съемной комнате 2 маленьких дочек. Одной из них 1,5 года, другой 4. В течение 10 дней за ними присматривала хозяйка квартиры. Малышек забрали в дом малютки, а женщина нашлась только сегодня. Узнала по телефону соцработников, все ли в порядке с дочками, и снова пропала. Гульджан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.